Первый турнир по смешанным единоборствам памяти выдающегося спортсмена Юрия Мильзахова прошел в спорткомплексе «Динамо» и собрал большое количество зрителей. В течение 2 дней спортсмены-любители бились за звание чемпиона дебютного турнира. Среди приглашенных гостей можно было увидеть друзей и товарищей по команде Юрия Мильзахова – Рустема Келексаева, Суслана Фраева и Зелима Ахмадова. В качестве почетных гостей на турнире находились представители Мильзаховых. От их имени всех собравшихся поблагодарил старейшина фамилии. Спасибо всем присутствующим. Спасибо еще раз за организацию данного турнира и еще раз выражаю свою благодарность от имени своей фамилии всем присутствующим. Под занавес второго соревновательного дня в октагон поочередно вышли 6 пар бойцов-профессионалов. Открыл вечер поединок между Сосланом Джабиевым и спортсменом из Кабардино-Балкарии Артуром Пшигатыжевым. Бойцы активно начали встречу, и уже через несколько секунд Пшигатыжев был вынужден капитулировать под градом ударов остинского бойца. Соперник был физически сильный, притом вес у меня был 90 килограмм, я был недовесок, бой был, как ожидался, должен был быть сложным. Хорошо, Бог помог мне. Я победил. Самой зрелищной оказалась встреча Вячеслава Гагиева, появившегося в клетке в патриотичной красно-желтой футболке. Ему противостоял боец из Чеченской Республики Саид Магомед Абзатов. С первых секунд Гагиев принялся расстреливать соперника мощными ударами и сумел нанести несколько точных попаданий. Однако Абзатов, к удивлению многих, устоял на ногах. Активность Гагиева передалась и зрителям. Болельщики бурно реагировали на эффектные действия спортсменов и громко поддерживали своего земляка. Во втором раунде оба соперника продемонстрировали огромное желание победить и превосходную технику как в стойке, так и в партере. Но задел, который Гагиев набрал в первом раунде, помог ему взять верх. Единогласным решением судей победа присуждена бойцу из Осетии. Дома и родные стены помогают. И с огромным желанием выступил здесь в этом турнире. Спасибо, кто организовал этот турнир. Побольше бы таких турниров. Для награждения победителя в клетке появился его друг, чемпион мира по кикбоксингу и профессиональный боец К1 Тимур Айляров. Ребята некоторые довольно-таки опытные, но еще стоит им поработать кому-то над физическим упражнением, кому-то над выносливостью. В целом доволен очень соревнованиями. Организаторы молодцы, побольше бы проводили такие соревнования, чтобы наша молодежь занималась любыми видами спорта. Завершали турнир бойцы-тяжеловесы Сергей Малышев и Заурбек Кулаев. В заключительном поединке оба спортсмена, выступающих за Северную Осетию, показали яркий зрелищный бой. Победа техническим нокаутом досталась более опытному Малышеву. Еще в первом раунде он сумел перевести своего соперника в партер и обрушил на него колоннаду тяжелых ударов. Выдержать целый ряд точных попаданий Кулаеву не удалось, и судья остановил бой. Победа не всегда легко дается, когда ты пашешь и пашешь. Благодаря моему тренеру я выиграю, спасибо ему. Вот Галустян Артем, мой тренер, мой брат, мой друг, мой наставник. Я ему благодарен за то, что он меня тренирует. Я знаю, готовлюсь. Я буду выиграть, побеждать. По общему мнению болельщиков и специалистов, первый турнир памяти Юрия Мильзахова удался. Федерация ММА Республики надеется, что турнир станет традиционным, а уровень бойцов, выступающих на нем, будет расти с каждым годом. Это пока только начинается, это молодой вид спорта. Ну, уже дает о себе знать, уже появляются у нас хорошие ребята, бойцы, выходят с разных версий, с той же вольной борьбы, с кикбоксинга, с дзюдо, самбо. И это говорит о том, что этот вид спорта интересен. Матрас Пухаев, Савелий Зангиев, Осетия ТВ.